21 апреля 2022 года в Чебоксарах в Доме дружбы народов состоялись чествования памяти героической истории чувашского народа в честь 80-летия создания 139-й стрелковой дивизии. В рядах мужественных защитников Родины находилось более 210 тысяч посланцев нашей республики. На территории Чувашии было сформировано несколько воинских соединений и частей, в том числе 139-я, 324-я, 40-я и 401-я стрелковые дивизии. Всюду наши земляки показывали высокую доблесть и героизм, проявили беспредельную преданность своей отчизне. Среди героев бойцы 139-й стрелковой Рославльской краснознаменной ордена Суворова дивизии, 4 полка, которые были сформированы на территории Чувашии в декабре 1941 апреля 1942 годов. Об истории ее формирования и боевом пути повествуется в книге Владимира Алексеевича Селихова «Дивизия шла от Волги до Эльбы», посвященной памяти воинов 139-й Рославльской дважды орденоносной стрелковой дивизии, сформированной в Чувашии. Ну и коротко о писателе, историке Владимира Алексеевича Селихова. Автор Владимир Алексеевич Селихов, член бюро Московского комитета ветеранов войны, председатель информационной комиссии, председатель Совета ветеранов 139-й стрелковой дивизии, Владимир Алексеевич, сын фронтовика, командира батареи 76-мм орудий 718-го полка прославленной дивизии, Алексея Матвеевича Селихова, геройски погибшего в бою за город Ржев 12 августа 1942 года. Как энтузиаст ветеранского движения, он активно общается со многими городами, собирает ценные исторические данные о далеком военном прошлом страны. Всеми доступными средствами и ресурсами Чувашское региональное отделение Российский союз ветеранов направляет сознание молодежи в русло памяти о войне, мужестве и героизме советского народа, победившего в кровопролитной войне гидру фашизма, чтобы эта память стала неотъемлемой частью нравственного облика граждан России, молодежи, а любовь к родине лежала в основе их жизненных принципов. Таким образом, мы сегодня, 22 апреля 2022 года, во главе Общероссийской общественной организации ветеранов, Российский союз ветеранов, Чувашского регионального отделения, председателем Осиповым Виталием Петровичем и московским гостем, писателем-историком Селиховым Владимиром Алексеевичем находимся в городе Новочебоксарск. 80 лет назад, в такие же апрельские дни, на фронт уходила 139-я стрелковая дивизия. Она формировалась здесь, в сельских районах Чувашии. 7,5 тысяч молодых ребят и девушек в составе дивизии ушли на защиту Родины. Это было 80 лет назад. Дивизия прошла с большими боями. От Ржева до Рославля получила почетное звание Рославская. Стала называться 139-я Рославская стрелковая дивизия. А в боях за Могилев дивизия получила еще 2 ордена, 2 боевых ордена. Орден Красного Знамени и Александра Невского. Итак, дважды орденоносная дивизия освобождала Белоруссию
И в боях за Белоруссию 27 воинов получили звание Герой Советского Союза. Нашей Родины, Советского Союза, и пошла освобождать города Польши, Прибалтики, Северной Германии, и дошла до реки Эльба. И так дивизия шла от Волги до Эльбы. Это коротко о дивизии. В дивизии воевали те, кто родился в Чувашии, в Подмосковье, на Урале, в Сибири, даже на Кавказе. Они воевали в составе 139-й дивизии. И победили врага. Самую сильную фашистскую армию прошлого века. Поэтому вы должны в своей памяти оставить только одно, что на ваши прадеды победили врага. И вы тоже вырастете сильные, смелые, мужественные, и тоже победите врага, если на нас кто-то нападет. Вы все потомки победителей, вы все воины, будущие воины. Я желаю вам здоровья, я желаю вам всех радостей, а самое главное, хорошей учебы. Учитесь, старайтесь, занимайтесь спортом и не забывайте своих прадедов, которые победили врага. Всем здоровья! Из скромности не стал рассказывать о себе, что он сын офицера, который участвовал в этой 139-й стрелковой дивизии, которая формировалась в Чувашии. И что он здесь, его отец здесь, по Чувашской республике, тоже ходил. Коробочки протаптывал. Вот такая деревня Кугеси. Кто знает, где такая деревня? Вот молодцы. Вот в этой деревне Кугеси как раз 80 лет назад формировалась 139-я дивизия. Они ходили молодые, крепкие, здоровые, красивые. И ушли на фронт. И многие не вернулись. Поэтому вы тоже должны готовиться к боям, если на нас нападет, повторяю, какая-то страна. Вы будете бойцами, вы будете воинами, вы будете защитниками. Чего я вам желаю. И его папа, участвуя в 139-й стрелковой дивизии, погиб во время боя 6 августа 42 года под городом Ржев. Кто знает, где такой город? Слышали? Кто Ой, слышал про молодец. Ржев? А что ты знаешь о Ржеве? Встань, скажи быстро. Смелее. Я просто был здесь с папой. Ты был там? С папой? И зачем вы туда ездили? Папа просто посылки отправляет. Повтори. Папа просто посылки отправляет. Да? Все понял, по работе ездили. Молодец, ты сопровождаешь папу. Молодец, спасибо. Город Ржев находится отсюда 1000 почти километров. около 1000 километров. Вот в прошлом году, в августе, Людмила Ивановна, Виталий Петрович, студенты физико-механического техникума, вот сзади Сергей Иванович, Сергей Игоревич, он тоже был в городе Ржеве, смотрели мемориал советским солдатам. Это очень-очень интересный памятник, великий памятник сегодня, один из последних, который мы оставляем потомкам. Самое главное, они посетили братские захоронения, где лежат воины, которые освобождали город Ржев и другие города нашей Родины. Да? И не только посетили, и отдали поклоны в память тем, кто остался в земле на чужой стороне. Но мы еще и облагораживали те братские могилы, которые там находятся. Поработали, ребята. Растете, я думаю, и вы продолжите такую вот нашу работу поискового объединения. А какой сейчас ближайший праздник будет, кто знает? Говорите. Пасха. А еще какой праздник?
А 1 запасы? мая – День весны труда. Отлично, еще какой праздник? 9 мая А как он называется? – День Победы. Умница. А ты что скажешь? Все ты сказал, молодец. Итак, впереди 3 праздника. Пасха. Нужно отмечать? Нужно. 1 мая – День солидарности трудящихся всех стран. А я называю так. 1 мая – это праздник весны, радости и здоровья. И, конечно, самая главная дата – это 9 мая – День Победы. Я уверен, что здесь будет салют, что будет парад, что вы возложите цветы на памятники погибшим. Это в ваших силах. Ребят, как вы думаете, вот мы с вами должны знать исторические события? А по 139-й стрелковой дивизии, которая формировалась здесь, должны знать? Должны знать. Материал изучать должны? А вот этот материал по 139-й стрелковой дивизии и по первому формированию, и по второму, и по третьему как раз у нас и собирает этот материал, и издает книги Владимир Алексеевич. И я прошу вас, вы придете завтра. Какой завтра день, знаете? Суббота. Вы завтра не учитесь? Нет. Дома возьмите лист бумаги, нарисуйте какой-нибудь, назовем так, эпизод войны. Может быть, танк идет, может быть, солдат идет с автоматом, может, самолет летит, может, санитарка идет с сумкой, с крестом и идет спасать раненых. Нарисуйте и в понедельник отдайте вашему классному. Кто ваш? Сережа, вы классному руководителю. Это будет маленький конкурс, это будет маленькая победа ваша. Память, самое главное, память о павших. Тех, которых сегодня нет. Но мы-то с вами живы, мы продолжаем их жизнь. Запоминайте, мы продолжаем жизнь павших. А художники, я думаю, нарисуют хорошие картины. Вот здесь очень много хороших картин, я прошу, вот, видите, изумительно, да, гравюра. Нарисуйте буквально еще один эпизод, любой в мирной жизни. Поэтому будьте готовы тоже к подвигам, что я вам желаю. Спасибо. Я хочу добавить, что подвиги совершались и нашими земляками. Вот на Ржевской земле, в Ржевском районе, есть такое село Супуши. И там в братской могиле лежит Афанасий Николай Афанасьевич, родом из Янтиковского района. Знаете, что он сделал? Он в 1942 году закрыл своим телом пулеметный ЗОТ, чтобы остальные солдаты могли раскочить вот эту огневой рубеж и занять высоту. То есть герои, которые, как и Александр Матрусов, есть и среди нашей земли. 9 идут Стрелковой дивизии. стрелковая дивизия. Были пушки, артиллерия. Да. И винтовки, и автоматы, и минометы, и пушки. Вот мой отец командовал батареей 76-миллиметровых орудий. Это орудие стреляло, запоминай, на расстояние до 800 метров. Подбивало танки, уничтожало дзоты, уничтожало пулеметные гнезда и уничтожало врага. Да, говори. Можно большой вопрос? А какая примерно мощь была у этой пушки? Мощь, я же сказал, 800 метров. Не дальность, а мощь. Слово «мощь» я не знаю. Калибр был 76 миллиметров. Удар. 86 миллиметров, вот такой снаряд. Снаряд весил где-то порядка 4-5 килограмм. Сейчас начнем задавать конструктивные понимания. Так, еще какие-то. завалит Скажи, вопрос. что ты сказал. Повтори, пожалуйста, слова свои интересные. Солдаты молодцы, они трудились, стояли намертво, чтобы выиграть в этой войне. Молодец. И ты повтори, что ты сказал. Вот повтори. Ты говорил? Сань. Да. Данил, скажи ты. Повтори слова, которые ты сказал. Солдаты, которые были ветеранами и героями Советского Союза, стояли насмерть за Родину, чтобы освободить родную землю, чтобы не было войны, чтобы мы могли жить без голода, без обстрелов, без бомбардировок. Умница. Девчонки, а вы что-нибудь скажете, девочки? Красотки, быстро говорите. То, как это было почти невозможно. Все думали, что они выиграют, все знали это.
Верили в победу, скажи. Да, верили в победу. Они выиграли, отстояли, чтобы мы могли жить спокойно, чтобы у нас не было обстрелов, чтобы мы вообще, возможно, родились, нас могло бы и не быть. Слава русскому солдату, так нам сказал. Согласны? Да. Давайте сейчас скоро повторим. Слава русскому солдату. Слава русскому солдату. Умница, спасибо. Спасибо вам большое. А мы приглашаем Александра Владимировича, пожалуйста. Обложка книги. Раскраски, да? Ну, уже давай. Давали нам вы уже накрасили что-нибудь, нет? Я же Какие подростки сидели? Какие подростки сидели? Много интересного рассказал. Я хочу Вначале, а его эти книги. такие живые. Но у меня к вам вопрос сначала. А чтобы героев не забывать, их именами называют улицы, пароходы, звезды на небе. Вот. А какая в нашем городе Новочебоксарске главная улица? Пожалуйста. Винокурня. Правильно. А кто скажет, какой подвиг он совершил? Первый подвиг он прорвал фронт в Японии на танке Т-26, хотя, когда его окружили немцы, артиллерия начала огонь вокруг танка, чтобы японцы испугались. И после этого его отослали обратно в госпиталь, а после этого ему дали звание Героя Советского Союза. После этого он пошел дальше воевать. Он лишился ноги и на протезе научился также управлять танком и скончался в бою. Погиб. А у него, помните, прозвище какое было? Не помните? А был летчик, который с двумя протезами летал. Как у него фамилия была? На букву М. Марисьев. Да? Нет, вы скажите, букву М. Какая фамилия? Марисьев. А, кстати, он лечился у нас в Чувашии, в Бресе. Да. Вот. И нашему земляку с вами дали прозвище, друзья, Танковый Марисьев. Он с протезом управлял танком. А когда стал командиром 200-й танковой бригады, какой у него танк был? КВ-2. КВ-2, элемент Ворошилов-2. 70 сантиметров броня, ни один снаряд не брал. И в немецких газетах о нем уже писали. Это очень умелый, отважный, смелый командир. Можно. А почему, когда он на японском фронте был на Т-26, он просто не мог повернуть башню и обстрелять японцев из пулемета, который был сзади у каждого советского танка? Значит, в его танк попал снаряд. Это заклинило. Заклинило. Вот. Там, где башня вращается, между корпусом и башней снаряд попал. А так у советских танков же и еще на корпусе был пулемет, он мог дать приказ. Дело в чем, в танке, кроме него, еще находился комиссар, которого тяжело ранило, когда снаряд пробил. А сам Слав Петрович тоже был ранен, не так тяжело, но все равно ранен был. И еще этот танк был, он клепанный был, из листов железа, его пробивал любой снаряд артиллерийский, но из пулемета, из автомата, винтовки пули не пробивали его. Вот. Я вам хочу рассказать историю, как я создал вот это произведение. Я сначала задумал нарисовать его портрет. Задумал и сделал. Нарисовал портрет, даже на выставке показал в Чебоксарах, в Центре современного искусства. Министр культуры спросил: а вы знаете, кто первый герой Советского Союза из Чувашии? И что она ответила, как думаете? Не знает. И я тут встревожился. Я, честно говоря, мне стало даже стыдно за нее. И она честно призналась: мне стыдно, что я этого не знаю. Потом я опросил человек около 1000. 999 людей не знают. И вот тут я понял, что не вы виноваты, а виноват тот, кто знает и молчит об этом, не говорит. И вот мы съездили с Людмилой Ивановной, с поисковиками на
то место, где он сражался, это Смоленская область, Сычевский район. Сычевка — это город, как наш Марпасад, небольшой. Вот. Как Кудеси те же самые. Вот. И там мы были на поле, где сражались наши с немцами. И в одном месте там захоронений не было, там вот как бои были, воронка взрыва. И в одном месте, как раз когда мы там были, раскопали поисковики, я могилы это не могу назвать, это братская могила, там 18 слоев наших солдат лежит. 18. Их всех вытащили. Ну там кости, конечно, положили в гробы, красной тканью обитые, и мы там присутствовали при перезахоронении на мемориальном кладбище. Там эта вот история длится уже, по-моему, около 20 лет где-то. Больше 20. Больше 20, да? Вот. И много людей перезахоронили. Для меня это была такая трагедия. Мы потом были у него на могиле в Сычевке. Памятник я реставрировал его, там он в плохом состоянии был. Вот. А потом в школе Сычевской есть музей его. Вот. И я задумал написать как раз жанровую картину о нем, чтобы вот вы все, новочебоксарцы и другие жители нашей республики об этом узнали. Рассказали своим родственникам, друзьям во дворе, дома, в школе. Вот. Но для меня было очень сложно передать ситуацию вот какую. Я его здесь изобразил перед последним боем. А он, знаете, какое задание получил? Прорвать со своей 200-й танковой бригадой линию фронта, оборону немцев и насколько можно идти вглубь. Для чего? За всю войну впервые немцев остановили именно в Смоленской области, в Сычевском районе. До Москвы там оставалось в пределах 100 километров. И вот чтобы немцев остановить, и они не шли дальше на Москву, он и получил такое задание сковать силой фашистов около себя, уходя в их глубь. А в это время Москва уже наводила порядок, оборонительные рубежи и так далее. Как считаете, ребята, девчата, он думал, что это его последний бой в жизни? А почему? Давай. Немцы имели на то время большую силу атаки на Восточном фронте, и тогда у них главная цель была, одна из главных целей — взять Москву и уничтожить ее. После этого Советский Союз с большой вероятностью мог полностью капитулировать, но этого не случилось. Советские солдаты всеми силами сдерживали и отбрасывали немцев дальше. И для этого... Как раз он эту задачу и выполнял, правильно? Да, отбросить немцев, Вот. отбросить этот фронт ближе к западу. Прорвать этот фронт Прорвать. и зайти в тыл немцам. Рисковать немецкие силы. Молодец, все грамотно объяснил. Молодец, идет в тыл, у него кончается горючее, кончаются снаряды. И он беспомощный. Его, конечно, только чудо могло спасти. Поэтому все произошло, как и предполагалось. Когда снаряды закончились, горючее закончилось, танки были сожжены. И вот моя задача была передать его состояние перед последним боем за час, там полтора. Он спокоен, он уверен, зная, что погибнет. Вот это состояние, чтобы передать, я долго мучился, у меня не получалось, честно скажу сначала. И тут я вспомнил одно стихотворение, которое мне помогло решить задачу. Когда я служил в армии, это было в 1977 году, стоял на первом посту. Первый пост вы уже знаете, наверное. Там, где знамя, любая часть, полк, там дивизия, там, где знамя, там первый пост. Я стоял ночью, автомат. Ну, знаете, стоять 2 часа не шевелясь очень тяжело, мышцы затекают. Но я стал головой крутить, меня же командиры не видят, ночь. И увидел тумбочка, на которой рядом телефон стоит. А из-под тумбочки торчит уголок журнала. Толстенький журнал такой. Я посмотрел, никого нету.
взял, не листая, вот так открыл. И там стихотворение «Предчувствие». Написал молодой поэт за несколько лет до войны. И вот в этом стихотворении было написано, что скоро будет война. Война будет очень жестокая, погибнет много людей. Но там еще было написано, что победа будет за нами. И что меня удивило, он там предвидел свою смерть. И что он пойдет на войну и погибнет. Вот если человек предчувствует, он мог бы на войну и не пойти, правильно? Заболеть или уехать, спрятаться куда-то. А вот он знал, что погибнет, и шел на войну. Он знал, за что погибнет. Защищая маму, бабушку, братья, сестренку, всю страну большую, Россию, матушку. И когда я вспомнил это стихотворение, кстати, первый раз в жизни я запомнил стихотворение с одного раза. Прочитал, запомнил, второй раз я прочитать не смог, потому что командир зашел, дежурный по полку, отобрал у меня, пальцем погрозил и ушел вместе с журналом. Я даже автора не запомнил. Но я вам сейчас его расскажу. Вот. Именно это стихотворение мне помогло передать состояние души героя нашего. Первый герой Советского Союза из Чувашии. Ой, какие светлые дали, ой, какой голубой разлив. Только я сегодня печален, и поэтому молчалив. Скоро мир, что широк и розов, превратится в кромешный ад. Скоро крылья чужих бомбовозов голубое небо затмят. Озаренные солнцем славы, закаленные в дни войны, легионы чужой державы перейдут рубежи страны. Где-то первый этап всколыхнется, где-то вспыхнет первый пожар, кто-то первым в землю уткнется, кто-то примет первый удар. Будет враг разбит и отброшен, но какой великой ценой долго будет плакать Россия, вспоминая великий бой. И прекрасно все понимая, и готовы идти на рать в этот солнечный вечер мая, я совсем не хочу умирать. Вот поэтому я печален, вот поэтому я молчалив. Ой, какие светлые дали! Ой, какой голубой разлив! Вот на таких людях стояла, стоит и стоять будет. Это уже очень красиво. Даже они вот это поставили. Удивительно все. То, что мы поставили, они все до единого. Очень прекрасно. Таких мероприятий, я вот сколько смотрю, среди регионов, ни один регион еще не придумал. Молодцы. Молодцы все мы. У вас я вышел журнал, обо мне большая... Так, Ирина, песню назовите сейчас. Песню назовите какую. Взрывать планету, свою кнопку лишь нажать. Вот была она и нету, если слова не сдержать. Понедельник или среду погрузиться все во тьму. Только праздновать победу не придется никому. Пусть вечным будет мир и ясноглазый, чтоб не настал его последний час. Надежда вся на добрый светлый разум, который от войны удержит нас. Пусть вечным будет мир и ясноглазый, чтоб не настал его
Молодцы. Спасибо.